Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, һаумыгыз, Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Я решил начать цикл новостных передач под названием «Обсудим с Русланом» о тех или иных событиях, которые произошли в Республике Башкортостан, которые связаны с нашей республикой, с Россией в том числе, потому что Республика Башкортостан входит в состав Российской Федерации. Ну и вообще в мире какие произошли события, которые так или иначе могут отразиться на судьбе Республики Башкортостан. Будем обсуждать вместе с вами резонансные события различные, которые интересны мне. Я думаю, что будут интересны и вам. Итак, сегодня есть несколько тем, которые я специально подобрал, которые произошли в последние дни. Хотел бы с вами их обсудить. Начнем с главной новости сегодняшнего дня, а именно атаки дронами, аэродромы, авиационные базы Российской Федерации. Итак, 1 июня сегодня была совершена беспрецедентная атака. Такого еще в истории войны, которая идет уже 4-й год, еще не было. Атака дронами, обычными FPV, так называемыми дронами, авиабазы, где были расположены стратегические бомбардировщики российской авиации. Было атаковано 5 областей Российской Федерации, которые, начиная от Рязанской и Ивановской областей, которые находятся возле Москвы, но следующее дальше география просто впечатляет. Были атакованы так называемые авиационная база Оленья в Мурманской области, да, где находится. Была атакована авиабаза Белая в Иркутской области, это Сибирь, и авиабаза в Амурской области, это Дальний Восток. Но не надо думать здесь, что дроны летели с Украины до этих областей. Нет. Была разработана хитроумная операция. Можно только поаплодировать спецслужбам украинских сил. А именно несколько месяцев, возможно около полугода, возможно даже около года назад были завезены вот эти так называемые FPV дроны на территорию Российской Федерации. Потом отдельно были завезены стационарные домики, у которых крыша раздвигается дистанционно. Вот эти FPV дроны были заложены под эту крышу. И эти домики были погружены на фуру. Водители не знали, что они грузят, какой груз они перевозят. Они даже были не в курсах. То есть вот эти домики были погружены на фуры. И эти фуры поехали в разные концы страны России. Вот. И в один день, а именно 1 июня, дистанционно, то есть раздвинулись крыши у этих домиков, оттуда вылетели вот эти напичканные, скажем так, бомбами вот эти дроны и полетели к авиабазам и уничтожили около 40 самолетов, которые используются для стратегического назначения, то есть которые перевозят бомбы различные стратегического назначения, дальняя авиация так называемая. Такие самолеты, как Ан-12, Ту-95, Ту-92, это очень серьезные, очень дорогие самолеты. Общая стоимость уничтоженных или поврежденных самолетов, а их около 40, как я сказал, составляет более 2 миллиардов долларов. В то время как дроны, которыми они уничтожали, стоят от 300 до 500 долларов. То есть все признают, и российские сами военкоры, и зарубежные какие-либо специалисты признают успех этой операции под названием «Паутина» и говорят, что это беспрецедентно, очень серьезный успех для Украины. Действительно, практически выведено огромное количество самолетов, важных и серьезных самолетов, военных самолетов Российской Федерации. Как это касается нашей Республики Башкортостан? Понятно, что у нас нету
каких-либо таких авиационных баз, куда могли бы прилететь эти дроны. Но сейчас, когда мы видим, да, что атакам подвергаются там объекты, которые расположены за 4000 километров от Украины, то есть это не значит, что не застрахован никто и ничто. У нас в Республике Башкортостан на агрессивную войну против Украины работают заводы, какие-либо предприятия, такие как предприятие УМПО, где выпускают авиационные двигатели. Это цель, это военная цель для Украины, для украинских войск. У нас есть нефтеперерабатывающие заводы, которые точно так же там делают, изготавливают топливо, которое используется теми же самыми самолетами, там, да, танками, БТРами и так далее, который тоже идет на войну. Тоже военная цель для украинцев. Поэтому они очень легко могут быть подвергнуты бомбардировкам теми же самыми дронами, ударом, да. Пострадают обычные люди, которые живут в Республике Башкортостан. Но стоит ли в этом винить Украину? Но я думаю, что Украина защищается, как может защищается, честно защищается, потому что не она нападала на Россию, не она развязала эту войну. Эту войну развязал Путин, втянул в нее на сегодняшний момент миллионы людей. И не надо скрывать здесь то, что жители Республики Башкортостан точно так же участвуют сегодня в войне, как непосредственно воюя против Украины за деньги в том числе, там, да, создавая различные там батальоны, шеймуратовцы различные, да, мы помним, да, которые поехали воевать. Также и простые люди, которые работают на этих военных стратегических заводах, зная прекрасно, что ту продукцию, которую они производят, убивает украинцев, в том числе и мирных жителей. Так или иначе помогая, хоть ты изготавливаешь топливо, хоть ты изготавливаешь авиационные двигатели. Помимо этого, многие жители сегодня сами стремятся помогать в этой войне против Украины, плетут маск-сети, заливают какие-то свечи, отправляют гуманитарную помощь. И поэтому не удивляйтесь, когда к вам прилетят такие дроны на вашу работу и будут взрывать, убивать. Понимаете, я не призываю к этому, но я понимаю украинцев, они имеют на это право полное. Поэтому те, которые осознают всю несправедливость этой войны, я думаю, что они просто должны, если они работают на таких заводах, на таких предприятиях, должны просто уволиться, если они хотят жить, потому что сегодня не застрахован никто. Мы видим, что уничтожаются объекты, как я сказал, в Иркутской области, в Амурской области, да, в Мурманской области. Поэтому уничтожить какие-то объекты в Республике Башкортостан, я думаю, что это плевое дело теперь. Кто даст гарантии, что такие дроны не были завезены в Республику Башкортостан уже там несколько месяцев назад и не ждут своего часа? Никто не даст. Поэтому все может случиться. Чем быстрее осознают жители Республики Башкортостан, что не нужно участвовать в этой войне, не нужно помогать Хабирову зарабатывать на этой войне. Потому что Хабиров, он реально зарабатывает на этой войне, он за счет этой войны сохраняет свое кресло. Мы знаем, что у него коррупция просто цветет в Республике Башкортостан, но он сидит на своем месте, несмотря на то, что в Республике Башкортостан произошли такие события, как Куштау, как баймакские события. Любой другой губернатор бы вылетел бы давно. Но Хабиров сидит. Почему сидит? Потому что очень много отправляет на войну людей, очень много помогает вести эту войну. Мы знаем, что с Республики Башкортостан более 30 тысяч человек было отправлено на войну. И Республика Башкортостан на сегодняшний момент первое место занимает по количеству погибших уже второй год. Более 5 тысяч, приближается уже к 6 тысячам погибших из Республики Башкортостан. Более 3 тысяч пропавших без вести. Есть такой канал «Хочу жить». Туда было отправлено заявок из Республики Башкортостан более 3 тысяч. Вот посчитайте, да, сколько Республика Башкортостан потеряла от этого. И, как я сказал, вполне возможно, легко
уже сейчас можно, скажем, представить, что такие удары будут нанесены и по заводам, по различным предприятиям. Поэтому все может случиться очень внезапно. Следующая новость, которую я хотел бы обсудить с вами, уже переходя непосредственно к новостям в самой республике, это вот те же самые аресты различных коррупционных друзей Хабирова. А именно, недавно мы услышали новость о том, что арестовали заслуженного народного артиста Республики Башкортостан, друга Радия Хабирова, солиста группы «Караван-Гарай», это Вильдан Ярулин. Кто такой Вильдан Ярулин? Да, вот, ну, как я сказал, это вот солист группы «Караван-Гарай», известная группа, популярная группа. Когда-то он пользовался большим авторитетом, уважаемым человеком был среди башкирского общества. Но, как говорится, человек, который оступается один раз, он очень быстро сразу же теряет авторитет. И он здесь оступился тем, что помог Радио Хабирову, выступил в поддержку разработки горы Куштау, поехал вместе с группой «Караван-Гарай» и пел песню. Мы помним, да, есть такая народная песня у башкир «Любезники Любезар». Они переделали эту песню, и в этой песне хвалили Хабирова, там «Любезники Любезар», «Ай, Хабиров молодец». В тот момент, когда ОМОНовцы, Росгвардия, когда титушки, чоповцы избивали защитников Куштау, разрушали палаточный лагерь, избивали женщин и детей, арестовывали и сажали защитников Куштау. Мы помним, да, что в первый день противостояния на Куштау было посажено около 70 человек, арестовано. Вот. И вот в этот момент Вильдан Ярулин пел песню, радуясь за Хабирова, как он избивает людей, как он пытается уничтожить Куштау. Вот. Вообще Вильдан Ярулин, он, прежде чем перейдем к уголовному делу, которое на него открыли, как он связан с Хабировым. Про него рассказывают, что почему он является другом Хабирова, потому что именно он был тот человеком, который вывез в 2007 году Радия Хабирова в багажнике своего автомобиля из Республики Башкортостан, когда Ради Хабиров спасался от гнева Муртазы Рахимова. Мы помним, да, что Ради Хабиров руководил администрацией Республики Башкортостан при Муртазе Рахимове и сформировал практически параллельную власть в республике, которая подчинялась непосредственно ему. Он развел там коррупцию, он, скажем, банкротил предприятия, он захватывал предприятия, он продавал депутатские места. При нем тогда стоило депутатское место в Государственной Думе от Республики Башкортостан стоило 30 миллионов рублей по тогдашним деньгам, да, по тогдашним ценам. 2007 год. Стать депутатом Госсобрания Курултай стоило 3 миллиона. 5 миллионов рублей. Так вот, еще раз говорю, человек такой, как Ради Хабиров, продавал, покупал места, очень много давал взятки, очень много брал взяток. В общем, при нем расцвела там коррупция. Уже и тогда вот Муртаза Рахимов, поняв, кто он, на него было заведено уголовное дело, его исключили тогда из «Единой России», но Хабиров успел сбежать в Москву, к Суркову, который его тогда пригрел у себя. Так вот, помогал ему сбегать тогда именно Вильдан Ярулин, вывез его в багажнике своего автомобиля в сторону Татарстана. И вот, придя в 2018 году, вернувшись в Республику Башкортостан главой республики, Ради Хабиров, конечно же, отблагодарил Ярулина. Он поставил его директором ГКЗ Башкортостан. Это самый большой дворец культуры, бывший ДК «Нефтяник». Самый такой классный, наверное, да, дворец в Уфе, в столице Республики Башкортостан. Вот там он его поставил директором. Также он ему позволил наживаться на золотоносных приисках в своем родном Учелинском районе, родном районе Ярулина, Вильдана. Тот там тоже наворотил дел, очень много земли испохабил,
когда добывал это золото вот этими драгами различными. Он после себя ничего не культивировал, ничего не убирал. Земля оставалась изуродованная. Очень много кого кинул, не заплатив деньги работникам. Поэтому к нему тоже там очень много вопросов. Но в итоге попался он, хоть и у него была и крыша в лице Радия Хабирова, но попался он на воровстве, на обычном воровстве Вильдан Ярулин. А именно то, что с 2020 по 2022 год, кстати, очень много чиновников так делают, он выписывал премии для своих работников ГКЗ Башкортостан, это государственный зал, да, концертный зал Республики Башкортостан, вот для своих работников выписывал премии, которые оставлял себе. И вот он в течение 2 лет этим занимался. Мы помним, что подружка Хабирова, Прачковская такая, да, так называемый Шипокляк, то же самое, за это же самое попалась и была осуждена. Здесь сейчас вот Вильдан Ярулин. Но это только один эпизод, который ему инкриминируют. По второму эпизоду он в 2023 году, скажем так, дал заказ на изготовление сцены своему другу-бизнесмену на 30 миллионов рублей. То есть там для какого-то мероприятия нужно было изготовить сцену, вот, концертную площадку стоимостью в 30 миллионов рублей. Но для этого, если как бы по закону, должны были проводиться конкурсные процедуры, где должны были участвовать различные компании, которые предложат там более приемлемую цену для бюджета республики. То есть это же все деньги бюджетные, государственные. Вот. Но Вильдан Ярулин, минуя какие-либо конкурсные процедуры, передал своему другу, конечно же, за откат изготовления вот этой вот концертной площадки, ну, чем он нарушил закон. Вот. Сейчас он сидит в СИЗО, в одиночной камере. Ну, в общем, неудивительно, потому что у Хабирова все друзья такие. И вот когда я рассказывал здесь о прошлом Хабирова, как он в 2007 году, еще до 2007 года, точнее, воровал, устраивал коррупцию, уже тогда было бы понятно, что этот человек, ну, неисправим. То есть он воровал, ворует и будет воровать. Если он тогда воровал, то придя и возглавив республику, он обязательно будет воровать. Что и подтвердилось. На сегодняшний момент что-то около более 40 приближенных к Хабирову чиновников различного уровня, там депутаты и так далее, крупные чиновники, министры целые, посажены были, осуждены были за взятки, за откаты, там, за махинации и так далее. Но это вот команда Хабирова, и сидит он до сих пор. Любой другой губернатор давно бы там или глава республики давно бы вылетел, но сидит он, удерживается только благодаря тому, что очень активно принимает участие в войне. Вот это вот для него спасительная палочка. То есть он очень активно отправляет людей. Для Путина самое главное что? Для Путина самое главное это сегодня война. И он спускает там какие-то цифры в регионы. И губернаторы, главы республик должны поставить столько-то людей на войну. Плюс Хабиров очень много отправляет гуманитарной помощи. И мы знаем, что на сегодняшний момент Республика Башкортостан в лидерах по поставке людей на эту войну, по гуманитарной помощи. Недавно Хабиров отчитался, что он 150-й, по-моему, там эшелон, фура отправил на войну. Так что вот так очередного друга Хабирова арестовали, известного в Башкортостане артиста Вильдана Ярулина. Следующая новость, которую я хотел бы с вами обсудить, это педофилы Белорецка. Да, многие забыли об этой теме, но вновь она вот всплыла. Кто не помнит, я напомню, что где-то полгода назад, скажем так, республику, да и вообще всю Россию облетела новость о том, что в Белорецке задержаны там несколько высокопоставленных чиновников города Белорецка, Белорецкого района, которые обвиняются в том, что они насиловали детей из приюта. То есть, да, и мало того, там различные бизнесмены, да, города Белорецка, там различные депутаты, чиновники, в том числе и бывший
глава Белорецкого района Андрей Иванюта. Тоже там был замешан. Это все, конечно же, они попытались, то есть крыши этих людей, там не только в Республике Башкортостан, но и выше, пыталась как бы все это дело замять. Но мы так все и думали, что, скорее всего, замяли, да, потому что ничего не было слышно. Но как стало известно в последний момент, что из Следственного комитета Российской Федерации сперва вернули в Следственный комитет Республики Башкортостан, оттуда со Следственного комитета было передано в Министерство внутренних дел Республики Башкортостан, и сейчас оно перешло уже в Министерство МВД, в МВД Белорецкого района. То есть этим непосредственно начали заниматься. Я надеюсь, что все педофилы, все те русские педофилы, которые жили долгое время в городе Белорецк и насиловали детей, все они будут осуждены и понесут наказание. Потому что все они друзья того же самого насильника Андрея Назарова. Кто не с Республики Башкортостан смотрит эту передачу, я вас всех ошарашу тем, что на сегодняшний момент председатель правительства Республики Башкортостан, премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров, друг Хабирова, именно Хабиров его протащил на это место, ранее был осужден за изнасилование в молодости, за групповое изнасилование башкирки. Был осужден, получил за счет денег, за счет связи своего отца условный срок, не понес наказание. Так вот, этот человек сегодня возглавляет правительство Республики Башкортостан. И вот именно он крышует вот этих педофилов. Знаете, да, такое прям, скажем так, извращенцы сидят в республике и крышуются извращенцами. Вот. Я уверен, что, конечно же, в будущей Республике Башкортостан, в независимом Башкортостане, когда мы отделимся от Российской Федерации, мы, конечно же, такого бардака, который сейчас творится в Республике Башкортостан, конечно же, не будет. Это сейчас их прикрывают с Москвы, потому что им выгодны такие люди, которых всегда можно на которых всегда есть дело, да, какое-то определенное, крючок так называемый. Все те или иные высокопоставленные чиновники, которые сегодня руководят в регионах, они все на крючке у ФСБ и у Кремля. У всех у них есть свои преступления. И через эти преступления их держат на крючке, и они делают ровно то, что им говорят. Еще, что я хотел бы обсудить, это так называемое такое международная третья международная книжная ярмарка под названием Китаб-Байрам прошла в Уфе. С 29 мая она началась по 1 июня, 3 дня. С 30 мая. С 30 мая, 30 мая, 31 мая и 1 июня сегодня она заканчивается. Трехдневная ярмарка. Ее постоянно рекламируют. Громко и широко о ней рассказывают. Хабиров очень любил. Он хотел даже Мединского пригласить, но Мединский забил, не поехал. В принципе, я поддерживаю такие мероприятия, где продаются книги, где те или иные писатели, скажем, публикуются, да, то есть публикуются их имена, продаются их книги. Я вообще за то, чтобы народ читал. Потому что сегодня, конечно же, чтобы книга популяризировалась. Сегодня, к сожалению, молодежь не читает. Я сам начал читать с 6 лет, люблю читать и знаю, что люди, которые читают, они всегда грамотные, у них хорошо поставлена речь, они умеют анализировать, если читают правильные книги, конечно. Вот. Я за то, чтобы, конечно же, подобные ярмарки проходили. Но почему я решил заострить внимание именно на этом событии? Дело в том, что на этой ярмарке принимали участие русские фашисты. Русские фашисты из так называемой русской общины. И официальный канал русской общины, Русская Башкирия, тоже есть такая организация, да, которую возглавляет Константин Кузнецов, это такой русский неонацист Республики Башкортостан. Они выложили пост о том, как они приняли участие в этой ярмарке, им выделили место, центральное место. И такой
такое издательство под названием «Черная сотня». Да? Тут как бы даже название, то есть они подобрали специально, связываясь с черносотенцами, теми самыми организациями монархического толка, правыми организациями монархического толка, которые устраивали в Российской империи в начале 20 века погромы, убивали, избивали евреев, там, мусульман и так далее. То есть это вот такие праворадикального фашистского толка организации. И вот сегодня вот эта русская община, Северный человек и другие подобные организации, которые расплодились в Республике Башкортостан, в других регионах, имеют филиалы везде, где их бойцы тренируются с оружием в руках, они крышуются непосредственно с Кремля. В нашей Республике Башкортостан тоже есть свой филиал русской общины. Их крышует тот самый Андрей Назаров, о котором я говорил, да, насильник, председатель правительства. Он их крышует, он их снимает им там спортзалы, различные тиры, где они стреляют. Так вот, они, помимо того, что они физически как бы, да, занимаются, вместе с сотрудниками МВД проводят рейды, там мигрантов пытаются вылавливать, там нападают на нерусских в мечетях, врываются в кафе, ну, в общем, устраивают самый настоящий беспредел, да, и на них пока на данный момент нет управы. Но управа на них найдется со временем, когда вот этот режим рухнет, мы их всех достанем, всех вытащим из квартир, если они не успеют сбежать, всех вытащим, и все они ответят, конечно же, за свои дела. Так вот, сегодня вот они, помимо силовых действий, которые они делают, они решили через культуру заходить и, скажем так, манкуртизировать, идеологически обрабатывать население Республики Башкортостан, работать против мусульман, против нерусских народов, продавая, вот, участвуя в таких вот мероприятиях, как ярмарка, да, книжная ярмарка, где продавали свои книги вот подобного монархического толка, националистические, неонацистские книги, там такого там писателя различных, как Владлен Татарский, там, да, Холмогорова, ну, это идеологи вот этого русского мира. К счастью, Владлена Татарского убили, помним, да, как его ликвидировали те же самые украинцы через статуэтку, да, она взорвалась у него в руках. Вот, но остались другие, Дугин, там, да, Холмогоров и так далее. То есть вот эти все книги всяких Z-пропагандистов, которые написали свои книги, все вот это продавалось вот на этой книжной ярмарке. То есть дети, которые приходили там купить каких-то там детских писателей, видели вот это, возможно, их родители там покупали. Все это распространяется среди жителей Республики Башкортостан, эта литература. И тем самым идет обработка мозгов жителей Республики Башкортостан. Идеологически обрабатывается о том, что вот Россия – это страна русских, что все башкиры, татары, там, чуваши – это русский народ, что вот эта война, которая идет сейчас против Украины, это справедливая война, там, за русский мир, там, Третий Рим и так далее. Но это вся остальная хрень, вот эта, которая вбивается в голову через там, телевизор и так далее. Сейчас они через книги все это действуют. И Хабиров, который непосредственно курировал вот эту вот ярмарку, да, он, скажем так, пробивал, чтобы эта ярмарка состоялась вообще, да, то есть это уже 3-й год она идет, то есть это его детище. И вот он непосредственно выделил места под продажу вот этих книг, вот этого фашистского толка, нацистского толка, русского нацизма современного. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Хабиров давно уже прогнулся под русских фашистов. Мы помним, недавно русские вот эти фашистские организации, такие как Русская община, проводили русский марш в республике, в Уфе. Они, как я сказал, рейды проводили, да, уже там у нас в республике. В общем, чувствуют они себя здесь хозяевами, и они готовятся к чему? К чему они готовятся с оружием в руках? Конечно же, к тому моменту, когда в Республике Башкортостан, во всей России начнется хаос с падением режима Путина. А это рано или поздно начнется, потому что режим Путина держится на одном человеке, на Путине. Как только его не станет по тем или иным причинам, и произойдет кризис в стране, вот эти вот ребята,
неонацисты русские, конечно же, попытаются удержать власть в Республике Башкортостан. Также они, наверное, могут принимать участие и в событиях, которые произошли, такие как баймакские события, произошли же у нас. Вот подобные события вполне возможно могут повториться в Абзелиловском районе, к которому сейчас мы перейдем. Ну, конечно же, туда тоже могут поехать эти ребята, чтобы напугать, избивать вполне возможно жителей нашей республики. Вот Хабиров разрешает вот эти вот подобные мероприятия, продажу книг, вообще крышует и позволяет им хозяйничать в Республике Башкортостан вот этим вот русским неонацистам. Так, хотел, да, вот обсудить недавно, то есть кто не знает, у нас в Республике Башкортостан продолжает нагнетаться обстановка в связи с разработкой хребта Кырктау в Абзелиловском районе. И если как бы в самом начале представители вот этой ООО Салаватская, так называемая, которая получила лицензию на разработку хребта Кырктау, да, на добычу меди, на строительство горно-обогатительного комбината на территории Абзелиловского района. Если они сперва ездили по жителям, по деревням, встречаясь с жителями Абзелиловского района и пытаясь объяснить им, что как бы ничего страшного не будет, мы построим этот ГОК, вот, все будет хорошо, будут рабочие места, там, вы будете жить хорошо и счастливо, никакой там природа не будет загублена. То сейчас как бы это уже ничего не обсуждается, сейчас просто идет пропаганда через известных людей Республики Башкортостан и запугивание. Так вот, в пропаганде приняли участие, я их назвал шлюхи Хабирова. Да? Шлюхи Хабирова — это вот те самые знаменитые известные люди Республики Башкортостан, которые во всех событиях, которые не популярны в народе, они принимают участие на стороне Хабирова. Да? Хабиров, когда пытается продавить то или иное событие, то или иное действие, которое не популярно, народ против которого этого выступает. Так вот, тут появляются вот эти вот шлюхи Хабирова. Да? И вот недавно вот одна из таких известных и знаменитых шлюх Хабирова — это Радик Юлякшин. Тот такой Элвин Грей, да, у нас известный музыкант, который там вечно хвалит и лижет задницу Хабирову и готов сделать все для того, чтобы Хабиров протащил любую идею свою, любую непопулярную идею. Конечно, в любом таком действии Хабирова поддержит всегда Радик Юлякшин. И здесь, конечно же, он не остался в стороне, поддержал Хабирова в том, чтобы построить чтобы вот этот вот ГОК был построен, чтобы хребет Кырктау разрабатывался. Он приехал в Абзелиловский район в эти выходные, Радик Юлякшин, с концертом. И через этот концерт они там, конечно, говорили всем, что вот, ГОК надо построить, что хребет Кырктау, конечно же, мы сохраним, но медь надо добывать. Вот. В общем, принял участие в оболванивании, попытке оболванивания населения, в попытке убедить население через свои песенки. Продажная тварь, продажная шлюха, которая за деньги готова поддержать любую идею, которая идет во вред Республике Башкортостан, во вред башкирскому народу. Ему плевать на то, что там будет с Абзелиловским районом, будет ли загублена природа или нет. Он получит свои деньги, которые ему заплатит Хабиров, приедет и скажет все, что нужно, все, что выгодно Хабирову. Такой же шлюхой я бы назвал и еще одного человека, который выступил. Это так называемый Ринат Ильтуманов. Мы помним, да, такого человека. Кто не помнит, я напомню, что это вот человек, который участвовал в войне против Украины, вернулся оттуда. Сейчас он во Всемирном Курултае Башкир в президиуме практически находится, да, и хвалится, ходит всем, что вот он ветеран, там он воевал, он получил какие-то свои преференции, плюшки. И здесь он тоже решил выступить в
поддержку разработки хребта Кархтау. Ну, вроде бы сам он с Ишимбайского района, Радик Юляшин с Гафурийского района. Какого хрена вам надо от абзелиловцев, да, чего вы туда лезете? Ну нет, а вот им, конечно же, попросили их, чтобы они сказали свое якобы веское слово, и вот они выступили, и вот этот вот Ренат Туманов выступил, да, что нужно разрабатывать, в стране нужно иметь, вот, что нужно поддержать разработку. Вот я таких людей называю шлюхами, самыми настоящими, которые прекрасно понимают, да, что в республике может быть нанесен непоправимый ущерб природе, да, республики, что жители могут лишиться своих озер, своих лесов. Так. Но им плевать, они не живут там, они живут в городах, у них свои квартиры там в городах, которым дал Хабиров. Все, вот, и они скажут все, что угодно. И все, что выгодно Хабирову, они это подтвердят и скажут. К сожалению, вот с одной стороны, вот это вот давление на жителей Республики Башкортостан в поддержку разработки хребта Кархтау идет со стороны вот таких известных людей, как Радик Юлякшин, там другие подключились, блогеры различные, да, мы знаем, Домохозяйка там Ильгамыч там подключились. А с другой стороны идет запугивание. Мы знаем, что тех активистов, которые выступают против вот строительства этого ГОКа, против разработки, сейчас там у них там чуть ли не обыски проводятся, их фамилии везде, там телеграм-каналы, вот эти вот паршивые, говнястые телеграм-каналы хабировские, они везде их фотографии, там их имена печатают, говорят, что вот эти вот люди выступают против России, против там Хабирова, против того, чтобы Россия стала сильной, что вот они все работают на Украину, там на ЦИПСО, что вот они, конечно же, продвигают свои меркантильные интересы. На самом деле меркантильные интересы продвигают именно те, кто выступает за разработку Кархтау. И мало того, сейчас есть такая информация, что в Абзелиловский район приехало около 500 бойцов Росгвардии, которые там распределились по различным каким-то там зданиям государственным, школам бывшим. Вот, там они расположились и ждут момента, когда будет заходить техника на хребет Кархтау, чтобы поддержать защитить эту технику в случае, если народ соберется и не будет давать пройти этой технике. То есть их будут бить, их будут отгонять. Если дадут приказ, будут избивать, как это происходило в Накуштау, как это происходило в Баймаке. Ну и вполне возможно будут и убивать, как это они сделали с Рифатом Даутовым. Поэтому ничего нового, все то же самое, что было, что Хабиров творил уже несколько лет назад, что в баймакских событиях, что во время Куштау. Сейчас то же самое все может повториться. И главное, что никто не идет с населением не хочет с населением разговаривать, именно входить в положение населения. Вот население говорит нам, ну нам не нужно это, да, то есть не надо нам строить здесь никакие ГОКи, оставьте нам природу. Нет, мы вас будем ломать через колено, мы все равно будем строить, разрешение получено, лицензия есть, а будете мешать, мы вас посадим, мы вас изобьем, мы вас убьем, если что. Вот, к сожалению, ничего нового в действиях Хабирова нету. Он действует по старым методичкам. Человек вообще сам по себе глупый и тупой, потому что действует одинаково везде. Я помню, когда он только пришел главой республики в 2018 году, когда в Сибае произошел вот этот вот катастрофа со смогом, да, мы помним, да, серный смог окутал весь город, народ начал беспокоиться, вышел на акции протеста, там, на митинги, он туда приехал. И вместо того, чтобы разговаривать с народом, он начал угрожать, он начал им пугать их, я вас всех посажу и так далее, да. Вот с тех пор он так и не понял, что с населением, что с башкирами так и не прокатят, что невозможно их запугать, что с ними надо договариваться и желательно мирно договариваться. Идти, надо понимать то, что хочет народ башкирский, идти навстречу башкирскому народу.
отстаивать интересы башкирского народа, интересы Республики Башкортостан, потому что ты поставлен здесь руководителем. Но нет, он отстаивает интересы Москвы, отстаивает интересы олигархов, что было на событиях на Куштау, отстаивал он интересы олигархов БСК «Сода», что сейчас он отстаивает интересы Алтушкина, да, вот этого главы, руководителя русской медной компании, которая непосредственно стоит за всем этим, за разработкой хребта Карктау. То есть опять на побегушках у олигархов за деньги, за их идет против своего народа. Человек, который не учится на своих ошибках. Но о чем это говорит? Что когда падет режим Путина, и все вот эти люди будут привлечены к ответственности, Хабиров, конечно же, ответит за все. Его будет судить народ Республики Башкортостан. Я думаю, что он свое получит. На этом все. Вот эти новости я хотел обсудить сегодня с вами. И до следующей недели. До следующей недели обсудим уже новые новости, которые произошли в Республике Башкортостан, в России и в мире в целом.